значительная часть монгольской армии, посланная на завоевание Южного Китая, провозгласила правителя Монгольской империи, полководца и одного из сыновей внука Угадея, Хубилая. И получилось так, что он захватил город Кайфын, то есть рядом с современным Пекином, где была построена ставка вот этих самых великих ханов, и провозгласил себя великим ханом. Но это шло вразрез с традициями, которые были установлены в империи, когда на трон великого хана возводился человек, которого принимали все чингизиды, и должен был состояться Курултай. Мы уже говорили перед этим, что довольно долгое время вот эти Курултаи и при тем, как был избран Гуюк и позже сам Мунке, проходило несколько лет буквально для того, чтобы утрясти все споры и трения между чингизидами и возвести кого-то из них на престол. Но здесь произошло такое неординарное событие, и это повлекло за собой катастрофические последствия. Среди других сыновей Угадея был Арик Буга, который был старшим, и которого провозгласили великим ханом в столице Монголии, в Каракаруме. И его, в свою очередь, поддержали в том числе и джучиды, которые не были, были заинтересованы в том, чтобы был великим ханом человек, который, как и Мунке, был более лояльно настроен к ним. А здесь получалось, что Хубилай никак не зависел, наоборот, он демонстрировал всячески, что является противником независимости других улусов. Произошла короткая гражданская война, но те войска, которые находились на территории Монголии, это была малая часть, собственно, войск, и Хубилай, у которого были основные кадровые войска, довольно легко разгромил Арик Бугу. Кроме того, собственно говоря, он, видимо, и не был таким полководцем, который мог повести за собой войска, и не был умелым полководцем. Он потерпел поражение, бежал, но тут один из ханов, уже из рода тулуидов, опять-таки с помощью джучидов, тоже провозгласил себя, и началась гражданская война. Улуси Джучи некоторое время, когда был еще взошел на престол Мунке, и после того, как уже великим ханом в Китае был провозглашен Хубилай, чеканились монеты от имени Арик Буги. И вот представлены монеты, которые чеканились, скорее всего, в Болгарии. И, значит, вот там характерно представлена тамга именно Арик Буги. Здесь надо подчеркнуть и сделать такое документальное отступление. Дело в том, что монетный чекан для средневековых государств вообще играл очень важную роль не только в качестве создания такой монеты для торгового обращения и для каких-то взаимных расчетов, но монета была символом государственной власти и символом самостоятельности, символом того, что кто является правителем, и те монетные дворы, которые были под его властью, они символизировали, собственно, его власть. Если от его имени везде чеканятся монеты, то значит его власть крепка и не подвергается сомнению. Понятно, что на мусульманских монетах, кроме очень самых ранних монетов омейядских халифов, не печатали
собственно, никаких изображений. Но вот там, где были изображения, например, на саманидских дирхемах, то это был практически единственная возможность у людей вообще представлять облик своего правителя. Одним французским королем это сыграло злую, можно сказать, роковую роль. Когда, значит, Людовик XVI пытался бежать из Франции, из заключения, все было хорошо, и он уже на карете сбегал, и остановились они поменять там лошадей и поменять, значит, отдохнуть, то один из конюхов, там расковался конь, то есть надо было подковы поменять. И, значит, среди этих конюхов Кузнецов обратили внимание, посмотрел на монету и посмотрел на человека, который, значит, сидел в карете, и побежал, значит, докладывать, что «А король-то тут у вас?» Тут его арестовали, ну а потом и казнили. Монета — это важный символ, и те символы, которые печатались на этих монетах, они показывали, собственно, развитие государственности, подчинение власти, ну и в целом направление государственной политики. Так вот, в Улусе-Джучи с 40-х годов начинаются довольно странные явления, которые отражаются в монетном чекане. Дело в том, что уже первые монеты, которые чеканились в первом монетном дворе, который находился на территории Болгара, начинают чеканить монеты от имени багдадского халифа Насир-лид-Дина. Тут, когда впервые нашли эти монеты археологи, это вызвало достаточно серьезное удивление. И было непонятно. Значит, везде безмонетный период. В Восточной Европе вообще нет ни одной монеты. А вдруг, значит, в Волжской Булгарии монеты чеканят в начале 13 века. И вот долгое время было довольно серьезные сомнения. В частности, один из крупных наших нумизматов, Асгар Махмадиев, он пытался говорить, что монетный чекан Волжской Булгарии возобновился уже в начале 13 века. Но в более позднее время все-таки исследователи, судя по весовой норме и по аналогии, все-таки стали говорить, что все-таки все эти монеты относятся к гораздо более позднему времени. Причем, заметьте, что не просто к более позднему времени. Дело в том, что халиф, значит, Насир-лид-Дин, который правил в Багдаде, он уже, он правил в начале 13 века и умер, если не ошибаюсь, в 23-м, что ли, году, что-то около того. То есть задолго до вообще монгольского наступления, и более того, после него еще правили, по крайней мере, двое халифов, и последний был убит Хулагу в 1259 году, но не Насир-лид-Дин.